Добрый день. Амосов Петр Иванович, кандидат по одномандатному федеральному Якутскому округу номер 24. Обращаюсь к нашим предпринимателям, людям, которые дают работу населению. Я решил обратиться к вам из-за того, что, кажись бы, вы в 90-х думали, что коммунисты это партия, которая против предпринимательства. Далеко не так на самом деле. Далеко не так. И вот почему. Помните 30-е годы? Вернее, вспомним. Иосиф Виссарионович Сталин, ведя колхозы и артели, на самом деле он организовал предпринимательство. Вот почему сейчас на устах Сталин возрос, что только такой человек мог бы повести за свой народ и победить фашизм. Победил нищету, победил болезни. И вот почему Китайская Народная Республика Иосифа Виссарионовича Сталина, не только она говорит на каждой улице, его портрет, его бюсты, памятники вы обнаружите в Китайской Народной Республике везде. Потому что они переняли опыт именно СССР под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина. Чему я говорю? Потому что вас в 91 году обманули бессовестно и бесцеремонно. Ребята, берите сколько хотите. Помните парад суверенитетов? А мы все купились. То же самое и предпринимателям относится. На самом деле в Якутске, да и в других городах появились такие крупные магазины, как «Десятку», «Пятерочка», «Светофор», «Хостор». Ну, найдете вы. Но только не вас, к сожалению, проглотили все. Хозяева совершенно другие люди. Это люди не нашего региона, так их назовем. Они просто-напросто, захватив весь рынок вот таким образом, продажа, купля, да и производство, местного человека оставили у старого разбитого корыта, как в сказке Пушкина о рыбаке и рыбке. Помните? А мы хотели, как старуха с этой сказки, хотели что-то, но получили мы старое корыто. Поэтому обращаюсь ко всем предпринимателям. Вы почитайте, пожалуйста, шаги нашей предвыборной программы Коммунистической партии Российской Федерации. Там есть все касаемо вас. Именно касаемо, что вас обманули. Предприниматель только может дать работу на сегодняшний день. Но крупный бизнес, захватившие олигархи, они же их, которые вот магазины, да, они же их и снабжают. Я просто не могу сказать, что это они хозяева. Но тот, кто захватил золото, серебро и алмазы, и газ, и нефть, они живут вольготно. Но это все добывается на территории
Якутии. Об этом не забывайте. Поэтому я вам предлагаю следующее. Приходите к нам, коммунистам. Приходите, вы не пожалеете, потому что только коммунисты могут урегулировать этот вопрос. Вас обманули. Еще раз повторяю, вас обманули, что вам даем добро, вам свобода, пожалуйста, предпринимательством занимайтесь. Тот, кто занимается малой авиацией, не даст соврать. Пожалуйста, берите сколько хотите самолетов, вертолетов. А как получить разрешение на полет? Я знаю, что никто не получил еще на территории Якутии. Сюда прилетают иркутяне, потому что там правильно до недавнешнего времени руководил коммунист Левченко. Он там все дал. Потому здесь вы видите иркутских ребят, потому что Левченко Сергей Георгиевич, коммунист, до недавнешнего времени был губернатором. Вот благодаря ему и иркутяне и поднялись на ноги. Потому что там тариф несколько раз дешевле, чем в республике Саха-Якутия за ту же электроэнергию. Человек от производства, он все понимал. А вы здесь верите местным, нашим чиновникам, которые руководить даже не могут. Пожары даже не могут потушить. Сколько раз мы предлагали, как депутаты, предложения свои, чтобы приобрели технику. Зарплата, в конце концов, людям, чтобы тот, кто тушил пожары. Нет, денег нет, денег нет. Только слыхали, что денег нет. 1 миллиард 200 миллиардов рублей, 200 миллиардов рублей мы зарабатываем в год, за 2020 год. 40 тонн золота, 80 тонн серебра. Это где все? Частные руки прибрали. Поэтому, предприниматели, одумайтесь. Одумайтесь, пока не поздно. Только коммунисты вас вытащат из стагнации, от остановки, от застоя. Это говорю я вам, Амосов Петр Ривальдович, потому что другого пути у вас просто нет. Приходите, Октябрьская 3, город Якутск, на 3-й этаж. Вывеска висит, вы найдете коммунистов, которые вас вытащат из этого, из олигархии, и дадим вам мы работу, ту, которую вы хотите. Амосов Петр Ривальдович, приходите на выборы 19 сентября. Приходи!